Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 13 октября 2020 года. Посмотрим, какой будет день сегодня. Шестерка пиковая у нас выпадает как карта дня. Это что будет помогать, это что будет мешать. И будем подсказывать на метафорической колоде. Итак, шестерка пиковая. Карта, которая говорит о том, что сегодня мы заняты какими-то делами, связанными с бумагами, с какими-то официальными документами. Мы можем посещать какие-то заведения государственного порядка. Мы можем решать какие-то вопросы с выплатами, допустим, государству. Да, это какие-то налоги или еще что-то в этом роде. Карта, когда у нас есть взаимодействие с людьми, которые служат именно во власти, которые служат государству. Это может быть просто ситуация какая-то, когда они в этом участвуют, да, либо мы можем обращаться специально по каким-то вопросам к таким людям. Также это карта суда. Очень часто, да, если, допустим, вы решили подавать заявление, то очень хороший день для того, чтобы это сделать. Это действительно, вот, если особенно правда на вашей стороне, да, то вы обязательно здесь победите. Также карта говорит о том, что, может быть, сегодня будет какое-то очень важное событие, которое поднимет вас в глазах других людей. А может быть, это будет предложение какое-то по службе, да, то есть повышение какое-то. Либо просто как-то повышается ваша значимость в глазах других людей. И также эта карта очень часто связана с недвижимостью, когда мы продаем, покупаем, различного рода сделки совершаем, либо заказываем какие-то справки, в общем, все, что касается недвижимости. Что будет помогать? Девятка червовая. Карта говорит о том, что сегодня будет помогать все новое, что приходит. Это новые люди, новая информация, какие-то новые, может быть, идеи, которые у вас по этому поводу приходят. В общем, все, что сегодня новое, все, что как-то меняет нашу жизнь, это все на благо. Что будет мешать? Дама трефовая. Карта, которая показывает там разочарование, какие-то манипуляции, обман, ложь. Вот если в отрицательном смысле, да, вот это все нужно предусмотреть, да, то есть ни в коем случае нельзя как-то намеренно стараться обойти закон, потому что иначе здесь могут быть очень такие тяжелые, плохие последствия. Давайте посмотрим, что будет в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что рядом с вами есть человек, на которого вам стоит обратить внимание, а вы так слишком увлечены собой, может быть, своим идеалом какого-то человека, каких-то отношений, что совершенно не замечаете того, кто рядом с вами находится. Обратите внимание. Скорее всего, он может не соответствовать тому, что вы думаете о своем будущем партнере, да, а скорее всего, этот человек совсем такой отличается от вашего идеала, но, может быть, потому он вам и нужен, может быть, идеал совершенно не соответствует реальности. Для тех, кто в паре. Но здесь карта говорит о том, что у вас может быть ощущение, что вас вот ваш партнер связывает по рукам и ногам, что он вам не дает жить спокойно, что он постоянно что-то делает не так, и вот все его прошлые какие-то, скажем так, все его прошлое поведение, оно, ну, то, что вас задевало, да, то, что вас раздражало, оно как будто постоянно с вами, то есть вы никак не можете отпустить эту память о плохом, да, вы все время об этом думаете, все время обращаете внимание на прошлое, и вот это вас может очень сильно мучить, раздражать, сдерживать и так далее. Но посмотрите на карте, что изображено. Вроде бы нам не нравится, что у нас вот эта вот память прошлого, что нас что-то держит, не пускают вперед, а впереди обрыв, впереди нет дороги. То есть мы думаем, что нам лучше было бы, если бы этого человека с нами рядом не было, да, если бы нас ничто не сдерживало. Но на самом деле наши планы, наши как бы мысли, проекты на будущее, они нам могли бы навредить.
И вот то, что происходит в отношениях, оно вас сдерживает от неправильных каких-то поступков. То есть нужно с этим вопросом разобраться обязательно. То есть получается так, что ваш партнер вас спасает вот этим своим негативом, да, каким-то вмешательством в вашу жизнь. Он вас спасает от того, чтобы вы не наломали дров. Так, здесь у нас ссора, да. А для тех, кто в ссоре, вот карта показывает, что нужно хорошенечко все обдумать, побыть в одиночестве. Скорее всего, нужно пережить, дать себе пережить вот эту ссору, да, переварить это все хорошо. И, может быть, понять что-то для себя. Сегодня не лучший день для того, чтобы мириться. Работа. Те, кто в поиске работы, карта суда. Это может быть как ваше собеседование, допустим, да, на которое вы можете прийти, и вас будут очень строго оценивать с разных сторон. Это может быть ситуация, когда вы действительно вот нашли ту работу, которая вам нужна, которая подходит, и вот сегодня вас будут как бы с разных сторон рассматривать, да, вашу деятельность, вашу внешность, как вы себя подаете, что вы знаете, ваши профессиональные качества. И вот именно 3 фигуры, да, которые вот иллюстрируют, что вот именно с разных сторон, то есть не только ваш профессионализм важен, но как вы выглядите, что вы говорите и так далее, и так далее. В общем, абсолютно все. Причем, посмотрите, здесь люди на таком высоком расстоянии находятся от, как сказать, от пола, да, то есть это люди действительно имеют право на то, чтобы оценивать. Да? И вот желательно, чтобы вы были готовы к тому, чтобы пройти эту проверку. Чтобы вы не думали только о том, что вы уже имеете какой-то опыт, но и правильно презентовали себя сегодня. А для тех, у кого уже есть работа, карта говорит о том, что будут повторяющиеся действия, вам нужен будет тот опыт, который вы уже использовали ранее, и, скорее всего, именно от вас будет зависеть, как пройдет вот этот рабочий день. То есть здесь просто обычный день, обычная рутина, обычные дела. Ничего нового вы здесь не делаете, но обычный такой созидательный труд, спокойствие. А для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что вы, опять же, мечтаете о чем-то нереальном, вы хотите такого, чего вообще сейчас невозможно достичь. Поэтому вот желательно с реальностью сопоставить свои цели и планы, пересмотреть их, потому что когда мы слишком высокие ставим перед собой планки, да, то мы разочаровываемся и можем вообще бросить даже начатое. То есть нужно сейчас к реальности максимально приблизиться, может быть, учесть то, что сейчас происходит там в мире, да, вот этот кризис и так далее. Может быть, нужно поставить минимальное что-то для себя, для того, чтобы просто как бы продержаться это время, да, потому что все-таки вы здесь слишком многого хотите и разочаровываетесь из-за того, что это невозможно. Но времена разные, бывает время легкое, бывает время сложное, и мы как бы должны приспосабливаться ко всему, да, и вот поэтому в такие сложные периоды совершенно не нужно расстраиваться, если что-то идет не так. Если вообще как бы у вас дело на плаву, да, то это уже хорошо. А уже в дальнейшем, когда будет время подходящее, тогда уже можно будет выходить на новый уровень. Финансы для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что у вас может быть какой-то подъем в этом вопросе, улучшение. Возможно, перспективы новые появятся, может быть, еще одно направление финансовое, да, может быть, еще один источник дохода. А для тех, кто своим делом зарабатывает, вот 2 карты сразу попались. Да, вот здесь нужно учесть, что время еще не пришло для каких-то больших финансовых доходов, да, и вот здесь карта говорит о том, что сейчас вообще нужно быть осторожнее с деньгами, не тратить лишнего и смотреть внимательно, куда вы их направляете. То есть желательно сейчас вообще не рисковать деньгами, немного их попридержать для будущего, подготовить как бы такую как бы финансовую, скажем так, поддержку для каких-то будущих проектов. Но сейчас вот желательно деньги придерживать. Здоровье. Для здоровья карта рекомендует, во-первых, выходить
на свет, да, то есть чтобы больше солнца было, чтобы ваш организм не нуждался вот именно в солнечном свете. Кроме того, нужно движение и нужно общение обязательно. Скорее всего, может быть, вам не хватает и того, и другого, да, может, не хватает прогулок, солнечного света и не хватает вот общения. Может быть, вы слишком вот углублены в работу, в себя и не видите ничего вокруг, а это влияет на здоровье. Но если кто-то болел, то это очень хорошая карта для выздоровления, да, то есть как окончание одного процесса и выход на новый совершенно уровень. Итог дня. Карта говорит о том, что вы со многим разберетесь вот благодаря тому, что сегодня происходит. Это может быть, конечно, и обычная там генеральная уборка или просто, допустим, в порядок в рабочем столе или еще где-то, да, можно порядок навести. Но может и открыться что-то такое, что вы долго от себя скрывали, то есть не хотели видеть, да. А вот сейчас вы можете наконец-то понять, что же вам мешало двигаться вперед, что вам мешало впустить новое в свою жизнь. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.